Дефицит воды в Кыргызстане в прошлом году возник неожиданно. А как дела обстоят в этом, «Кактус Медиа» узнал у экспертов. Наши реки, как известно, они снегового ледникового питания. Многие наши ледники начинают таять, они не восстанавливаются в связи с потеплением. Все меньше и меньше становится ледников. В этом году, по прогнозам Кыргызгидромета, говорят, что будет такой средней достаточности, но в то же время будет такой жаркий климат, когда таяние ледников, снегов обеспечит достаточное количество воды для ирригационных сетей. Нехватка водных ресурсов влияет на урожайность в первую очередь. И это приведет к бедности сельского населения. В 2021 году, этот маловодный год, засуха была, нехватка воды первый раз, очень сильно повлияла в регионе. Здесь, по Чувской области, после дальше от Бишкека, Сокулук и дальше воды не хватало. В 2021 году в разгаре вегетационного периода сельскохозяйственных растений водообеспечение составляло примерно 50%. И таким же образом где-то 50% урожая потеряли наши фермеры. В Казахстане 70% урожая потеряли. Я бы сказал, что хромает очень система управления водными ресурсами по каналам, то есть система водораспределения. Из-за того, что водоучет не был налажен, много воды получали раньше. Вот такой настрой был. Чем больше воды, тем больше урожая. Вот такое понятие было ложное. И это не только Кыргызстан, по всей Центральной Азии. В нашем институте была разработана гидровертушка, которая замеряет скорость водного потока. Она выглядит вот таким вот образом. Этот прибор, получается, надевается штанга на него, и он опускается в канал, в лоток. И к этому прибору есть вторичный блок питания, который непосредственно сигналы замеряет, которые выдает эта вертушка, и показывает скорость воды. Из этого следуя вычисляется средняя скорость воды по разрезу канала, и таким образом вычисляется расход. В этой установке наполнена вода, в нее ставится вертушка. Вертушка ставится любого типа, которая соответствует не только нашим параметрам, но и параметрам союзного значения. Эта вертушка потом передается непосредственно на объекты, то есть РУВХ, БВХ, они там передают участки, они делают измерения и определяют при этом расходы воды. Получается так, что нам нужно строить, реабилитировать бассейны сезонного, декадного регулирования, строить водохранилища, накапливать воду, особенно в зимний период, когда у нас просто вода утекает в соседние государства. Названные каналы являются межхозяйственными каналами, то есть они находятся на балансе государства, управляются и эксплуатируются районными управлениями водного хозяйства. Через эти каналы, транспортируется поливная вода и распределяется фермерам.